Добрый день, уважаемые слушатели, зрители, читатели Национальной библиотеки Чувашской Республики. Главная библиотека республики продолжает цикл открытых лекций «Искусство сквозь призму истории». Тема сегодняшней лекции – «Чувашская музыка в XX веке». Лектор, российский ученый-музыковед, доктор искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук, заслуженный деятель искусств России и Чувашии, член Союза композиторов России Михаил Григорьевич Кондратьев. Добрый день. Область научных интересов ученого-музыковеда – это музыкальное искусство Чувашии и чувашского народа, межнациональные связи в традиционной музыкальной культуре, история и теория национальной художественной культуры. Михаил Григорьевич является основателем научной школы теории чувашского народного музыкального искусства, автор более 500 публикаций, в том числе и 16 монографий. И также Михаил Кондратьев известен как автор трудов по истории, теории чувашского народного и также профессионального музыкального искусства. Представления об историческом пути народной культуры им обобщены в этих монографиях. Это «Чувашская музыка в зеркале параллелей» и следующая монография «Чувашская музыка от мифологических времен до становления современного профессионализма». Им опубликован ряд монографий по комплексному изучению художественной культуры Чувашии. И, конечно же, это в монографиях отражены творчество и жизнедеятельность наших выдающихся деятелей культуры и искусства. Это прежде всего Степан Максимов, музыкант-просветитель, «Гора золотая», Федор Павлов и его время. Следующая книга – это композитора Воробьева. Это, конечно, о композиторах об отце и сыне Геннадии и Василии Воробьевых. И еще одна монография – Максим Михайлов «Настоящий русский бас». Все эти издания, все монографии вышли в серии «Замечательные люди Чувашии». Доктор искусствоведения, ученый-музыковед, он известен у нас и как искусствовед-публицист, он часто выступает в средствах массовой информации. И тема сегодняшней лекции, это является продолжением той лекции, это он читал нам в прошлом году, «Чувашская музыка, традиционная музыкально-поэтическая система». Сегодняшняя лекция также будет транслироваться на YouTube-канале Национальной библиотеки Чувашии. Михаил Григорьевич, вам слово. Спасибо. Еще раз всех приветствую. Это действительно продолжение, потому что мы вообще как-то запланировали 4 лекции, так, значит, чтобы всю картину, панораму развернуть. Но вмешался ковид. После первой лекции прошло больше, чем год. И сегодня вторая лекция, которая посвящается, я так условно назвал, «Ускоренное развитие национального искусства в XX веке». Прежде всего, эти вопросы уже нашли отражение в трудах наших музыковедов. Не только то, что сейчас показала Вера Севастьяновна. Значит, в XX веке уже были книги Геннадий Воробьев, краткий очерк жизни и творчества, Виктор Александрович Ходяшев написал. Дальше Юрий Александрович Илюхин написал книгу Григория Хербю о нашем знаменитом композиторе. У Илюхина же вышла очень ценная книга, которой мы до сих пор пользуемся, называлась «Композиторы советской Чувашии». Она имела 2 издания в XX веке. В XXI веке музыковед Бушуева подключилась, и совместно с материалами Илюхина вышла книга Бушуева и Илюхин «Композиторы Чувашии», то есть уже с охватом более позднего периода, чем
советский период. Дальше еще мы успели в 1999 году отметить 50-летие композитора Александра Васильева. Издали впервые сборник таких научных статей о творчестве чувашского композитора Александра Васильева, значит, еще в 20 веке. Недавно Бушуева переработала этот материал и собрала новую, значит, книгу об Александре Васильеве. Ну, кроме этого, конечно, есть и сборники статей. Я бы обратил ваше внимание на книгу, которая называется «Ренессанс Поволжья. Конец XIX – начало XX веков. Период духовного возрождения народов», изданную у нас в Чебоксарах в 2008 году. Книгу Бушуевой рекомендовал бы посмотреть, почитать. Книга называется «Чувашская народная песня в творчестве композиторов». Это о композиторском фольклоризме, о фольклорных волнах в творчестве и о жанре обработки чувашской народной песни. Это совсем новая книга 2021 года. Но мои книги уже представили. Это тоже далеко не все, но самые такие некоторые значительные монографии, значит, здесь представлены. Еще я бы обратил внимание интересующихся на то, что и ноты произведения наших композиторов издавались. В 20 веке в основном это были сборники песен. Ну, у нас композиторы все писали песни. Ну, кроме этого, Юрий Александрович Илюхин, наш музыковед, старейшина, издал целый том собрания сочинений, музыкальных сочинений Федора Павловича Павлова, одного из основоположников, о которых сегодня я буду говорить. И уже сейчас наш институт, гуманитарный институт, выпускает еще одно собрание сочинений, на сей раз Геннадия Воробьева. Вышло уже 4 сборника и 5-й «Вокальное творчество». Он, я полагаю, до Нового года уже выйдет из печати. То есть материал достаточно большой для тех, кто хочет вникнуть и разобраться, что же это такое. Период, современный период, 20 век и творчество композиторов Чувашии. Ну, некоторое, это вот вступление такое библиографическое, для того, чтобы было ощущение, что многое мы уже знаем, многое опубликовано. К сожалению, не все используется в достаточной мере. Например, я часто замечаю, что путаются даты рождения композиторов от конца 19-го, начала 20 века, поскольку там в 18 году произошла смена календаря со старого стиля на новый, и часто устаревшая информация, которая в новых книгах есть, все еще журналистами не освоена. Ну, будем надеяться, постепенно мы все поставим на место и будем разбираться в деталях. А вообще понятие, что же такое чувашская музыка? Вот. Можно подумать, что до 20 века об этом как бы было неизвестно, но это такое поверхностное представление, потому что уже в XVIII веке, вот я вам маленькую цитату из книги академика Петербургской тогда Академии наук Георга Фридриха Миллера. Он был в экспедиции в 1733 году. И в 1943 году он был в Казани, это XVIII век, и записал о чувашах. Их игры и пляска на свадьбах и при прочих увеселениях состоят в том, что старейшие и знатнейшие из гостей сидят по лавкам, а молодые мужеского и женского пола на полу, при игре на разных инструментах, без всякого порядка кругом скачут и пляшучи бьют в ладоши. Здесь не сказано «чувашская музыка», но представление о том, что чуваши в своем музыкальном быту имеют музыку, инструменты, танцы, пляски
все что угодно, и старейшие, и молодые, и мужчины, и женщины. Ну, о том, что обряды и праздники чувашей сопровождались, не просто, вот это неправильное выражение, сопровождались, нет, они состояли из музыкальной части в том числе. Вот что такое чувашская свадьба в XIX веке? Полдружка с женихом выходит на двор и по повелению той бося, то есть туй пузя, по-литературному сказать, значит, главы свадьбы, кричит музыкантам, пузырникам и барабанщикам начинать играть. Когда оркестр, обратите внимание, чувашский оркестр загремит, то поезжане начинают бить в ладоши с присвистом, а полдружка пляшет. После него пляшут по очереди два из холостых молодцов. После пляски все поезжане и жених шумно идут в избу к родителям с песнею. Это и есть начало чувашской свадьбы. Начинается с музыки. И вот почти буквальную иллюстрацию таких описаний, вот покажите следующий кадр, первый кадр. Картина конца XVIII века, которая называется, следующая картинка, да, «Чувашский праздник». Не включается. Давайте. И этнограф, сам из Чувашей, Спиридон Михайлов, даже вот эта картинка, о чем я вам сейчас вот зачитывал цитаты, 18-19 век, вот они, празднующие чуваши. Сколько там музыкальных инструментов. Вот они полукругом стоят, хлопают в ладоши, и дети присутствуют, и впереди и скрипач, и волынщики, и гусли чувашские. Вот. И это полностью, так сказать, соответствует тому, о чем писали этнографы, изображается. Все это было живой жизнью. И что очень характерно, Спиридон Михайлов статью написал, которую так и назвал «О музыке чуваш». Вот она, чувашская музыка, уже прозвучало название. То есть столетиями она была. Но зато в конце XIX века новый этап наступает, когда массовое крещение произошло, и церковное пение стало распространяться. Можете показать следующую картинку. Значит, церковное пение, о чем тоже писали в казанском издании, значит, вот, это ноты, церковные, хоровые церковные песнопения на чувашском языке. И в том числе ноты, они в такой цифровой системе записаны. Но это и есть, значит, церковная музыка, пока еще не сочиненная чувашская, а просто адаптированная к чувашскому тексту, значит, уже начала издаваться. И таких изданий было несколько тысяч. То есть 5, 6, 7 раз, вот последнее издание, насколько мне известно, в 1916 году вышло. И они быстро расходились, раскупались. Все это было востребовано в народе. И в современную культуру вот хоровое пение как вошло через церковную музыку, поскольку чуваши всегда пели ансамблями, хором, и в том числе не только церковное, светское пение пошло в жизнь. Вот так начиналась новая история чувашской музыки. И большую роль, конечно, сыграли учебные заведения, прежде всего Казанская инородческая семинария, где уже первый музыкант грамотный, вот эти ноты были сделаны под руководством, значит, крупнейшего музыковеда Степана Васильевича Смоленского, чуваш Николай Александров вот эти ноты именно сделал. В Симбирской чувашской учительской школе, Яковлевской школе, значит, Иван Митрофанович Дмитриев, их ученики. И вот благодаря тому, что это уже стало звучать, появилась первая, наконец-то, композиторская обработка чувашской народной песни. Сделал ее
московский музыкант, между прочим, дирижер Императорского театра, то есть Большого театра нынешнего, Николай Кленовский. Не просто дирижер театра, а ученик Чайковского как композитора. Это все было издано в свое время, и в 80-х годах мы записали вот самую первую запись от нуля, пожалуйста, Кленовского. 1894 год, пожалуйста. Allah japsa golattam ahayya hajase Hamar yavli kereseni şutmay şikki davattam Maya şiksa şürettem Kuleni kuras kilsessen Saldattam da bağattam Ahayya hacase И не могу не продемонстрировать еще одну вещь, которую, значит, сделал сын Льва Николаевича Толстого, Сергей Львович Толстой. Он был композитор, в советское время еще работал, но в 1909 году он имел в своей библиотеке сборники чувашских народных песен. В 1908 году в Симбирске было издано. И вот две из них он обработал. Он обработал для струнного квартета, значит, «Плач невесты» чувашский и свадебную песню. Но вот запись сделана с струнным оркестром, потому что он оркестровал ее сам, значит, уже не для квартета, а для камерного оркестра где-то в 30-м году, в советское время. Мы организовали запись, Валерий Афанасьевич Важоров исполнил на грампластинке, значит, два номера Сергея Львовича Толстого. «Плач невесты» и «Свадебная». Пожалуйста.
значит, характер херьерри, так называемый плач невесты, прекрасно передан. Хочу еще раз вернуться к самой первой записи Клиновского, то, что мы слушали. Она, конечно, немного странновато на современный слух звучит. Какая-то такая восточная музыка, вовсе не волжских чувашей, не волжских народов. Но Клиновский не слышал, как поют чуваши, и он решил, что народ восточный, тюркский, и, значит, в стиле русской восточной музыки, как там Бородина, Римского-Корсакова, вот эта обработка его свадебной песни, шуточной, веселой, получилась. Тем не менее, она очень цивилизованно, культурно сделана. Да, это вот то, о котором мы говорили. И дальше свадебная, естественно, веселая, плясовая, так как и услышал это, глядя на ноты фольклорные, Сергей Львович Толстой. Достаточно, потому что общий характер мы схватили, как музыкант осмыслил чувашский фольклор, еще раз повторяю, в 1909 году, когда сами чуваши еще только мечтали о том, что будет чувашская музыка композиторская, не народная, а композиторская. Но русские интеллигенты, творческие люди, как Толстой, как Клиновский, они уже обращали на это внимание и находили в этом, значит, эстетические ценности. И вот здесь надо уже понять, что в это время, еще до Октябрьской революции, то есть до советского времени, это тоже миф о том, что до революции ничего не было у чувашей, а все появилось там благодаря советской власти. Все-таки музыкальная культура была, и вот та фотография, что сейчас на экране, это фотография 1913 года. Это симфонический оркестр Симбирской чувашской учительской школы. Я еще к этой фотографии вернусь, но сейчас добавлю, что именно в это время, в начале 20 века, в культурный обиход и в чувашский язык входят новые понятия. Ну, кстати, добавлю, что знаменитая поэма «Нарспи» Константина Иванова тоже 1908 год, когда она уже была издана. Вот. И музыкальная культура параллельно двигалась. Понятие «музыка» в чувашском языке просто отсутствовало. Можно было говорить «юра кеве», то есть песня наигрыш, а музыка как обобщенное понятие об таком звуковом искусстве отсутствовала. А в литературе в это время уже появляется слово «мусак». Русское слово по-чувашски звучало «музык». Сейчас мы пишем «музыка». Дальше появилось понятие о сочинении музыки. Музык чернее. Понятие о композиторе. В культуре чувашской не было композиторов. Ну, даже и слова такого не могло быть. Но, кстати, и сейчас
композитор – это и есть композитор. Потому что музык Сираган или музык Хвалаган, как можно так образно выражаться, оно так и не вошло в литературный язык. Но зато слово «композитор» уже есть. Музыкант-исполнитель. Тоже такого понятия не было. Было понятие юрзя, шабарзя, сарнайзя и так далее. То есть игрок на музыкальном инструменте или исполнитель-певец. Слово «хор», слово «оркестр» – все это обогащает и культуру, и язык. И вот, между прочим, в 1911 году появляется уже первая нотная партитура. Следующий кадр. Первая нотная партитура, такая же, как церковное песнопение. Вот это листочек, где, значит, представлена обработка чувашской народной песни «Висню храт», 3 монетки, которую выполнил учитель, выпускник Симбирской чувашской школы Павел Миронович Миронов, которого, в общем-то, знают математики, знают еще историки, что вот такой был талантливый учитель, который учебники писал даже, жил, работал в Уфе. Но ему же принадлежит вот эта обработка. Обратите внимание, здесь 6-голосный вариант, 3-голосный и 4-голосный хор. То есть он все 3 варианта от простого 3-голосного до сложного 6-голосного использовал для того, чтобы те исполнители, которые способны читать ноты, могли в разных вариантах исполнять. Ну, какой хор мог петь? Вот, пожалуйста, смотрите дальше. Это хор Симбирской учительской школы. Так, вот. Это, можно сказать, знаменитый в те же годы хор смешанный. Мальчики сзади стоят, впереди девочки. Значит, они исполняли по нотам. Руководил Иван Митрофанович Дмитриев, автор еще одной первой ранней обработки чувашской народной музыки. Но прежде чем мы ее будем слушать, я вам скажу, что вот уже такие факты разбудили фантазию современных художников. Вот если следующую картинку посмотрим, уже глядя на то, что... Дальше. Вот, смотрите. Упоминалось, что хор Чувашской Симбирской школы, вот, который мы видели на фотографии, в 1896 году принимал участие во всероссийской выставке в Нижнем Новгороде среди учебных заведений, значит, региона. И более того, на этой выставке побывал только что коронованный Николай II. И вот смотрите, что художник Николай Васильевич Овчинников изобразил. Чувашский хор на Нижегородской ярмарке он назвал. Это на территории ярмарки выставка была. Вот, значит, хор стоит. С левой стороны Иван Яковлевич Яковлев с супругой. Значит, перед хором дирижер, это Иван Митрофанович Дмитриев. А перед ними в центре композиции, значит, коронованный только что молодой император всероссийский и супругой, и сопровождающие лица. Там губернатор, естественно, нижегородский и так далее. Значит, генералы какие-то сопровождали. Это фантазия художника, который не имеет под собой реальной почвы. В чем дело? Дело в том, что эта встреча действительно была, таких костюмов у чувашей не могло быть. Иначе бы тут же школу закрыли. Это был бы назван национальный сепаратизм. Это праздник песни и труда Канашского района, скажем, вот эти костюмчики современные. Художник так их изобразил. Девочки стоят, ручки сложили и поют, и мальчики там сзади. Вот. И они так по-простонародному стоят, а Иван Яковлевич Яковлев гордится, а император в восхищении. Вот. Дело в том, что император проходил по этой, значит, выставке, и все учебные заведения, присутствовавшие там, выстроились, и каждый спел небольшой фрагмент церковной музыки.
Но чувашам было разрешено спеть кусочек по-русски, старославянски и по-чувашски. Вот это было. Костюмы такие, как на предыдущей фотографии вы видели. Белые фарточки, естественно, школьные костюмы. Вот, поэтому у нас уже, так сказать, удовольствие и мифология играет, что у нас уже в конце XIX века были такие концерты. Ничего подобного быть не могло. Яковлев и так пострадал и в 1903 году за ползновение к сепаратизму, и это продолжалось вплоть до появления советской власти. Очень осторожно приходилось действовать. Вот. А теперь перейдем, значит, вот предыдущий кадр, там музыка была. Вот, песня-письмень «Сирлажин». Это сочинение вот этого самого Ивана Митрофановича Дмитриева, который дирижировал школьным хором. Запись современная, естественно. Исполняет хор, еще, наверное, Гостелерадио назывался, нынче капелла под управлением Марисы Яклашкина.
Ну вот то, что мы сейчас услышали, это уже настоящее, во-первых, и фольклорная, это хороводная песня, и автор тоже чуваш природный, Иван Митрофанович Дмитриев, который вот такую гармонизацию тоже для шестиголосного хора, для своего большого хора школы сделал в прекрасном стиле, который уже напоминает современные представление о том, что же такое национальная чувашская музыка композиторов. Это был 1908 год, когда это было создано. Но, естественно, громко это не исполнялось. В 1909 году был большой концерт в зале Симбирского дворянского собрания, этого хора, но там не исполнялись обработки, а исполнялись просто народные песни одноголосно. Вот. Причем концерт длился не менее 2 часов и имел большой успех. А на сцене было, значит, не менее 60 человек. Вот, собственно говоря, исполнительское профессиональное искусство мы отметили в 2009 году как бы столетие того, что произошло. С одной стороны исполнительство, а с другой стороны композиторские опыты уже не московских музыкантов, а самих чувашей. Это мы можем, как сказать, с уверенностью и даже с гордостью сказать, у нас уже идет 2 век с момента начала профессионального искусства. Естественно, это, значит, столетие, это 20 век, а процессы, которые привели к тому, что уже такой хор есть, такие произведения есть, они шли с середины XIX века, и вот это и было, значит, процессами в культуре, которые называются модернизацией. Это вся культура России после знаменитой реформы 1861 года претерпела модернизацию реформы, а поволжские народы, в числе которых один из крупнейших – это чуваши, как бы догоняющие модернизации, находились в стадии догоняющей модернизации, всю, так сказать, европейскую культуру догоняли. Вот. А в 20 веке, после уже с революции 1917 года, вот эта модернизация двигалась уже в форсированном темпе. Историки говорят правильно, это ускоренная модернизация. Вот эти процессы в советское время пошли в ускоренном темпе, были созданы для этого условия. И не случайно это связано с тем, что были созданы республики. Сначала Чувашская автономная область в 2020 году, а потом в 2025 году республика. И были созданы, ну, по крайней мере, административные условия. Финансовых, конечно, не было, и это было иногда очень сложно и даже трагично для музыкантов, которые не имели возможности творчеством заниматься, и тем не менее занимались. В Чувашии эти процессы пошли изнутри, как бы снизу, не насаживались ни правительством, ни партией, просто говорили, вот вы можете развиваться, можете заниматься творчеством, но, как говорится, финансирование – это другой вопрос. Вот один из тех, кто был самым, может быть, ярким на первых этапах представителем, с 19 года начал работать в Чебоксарах, это Федор Павлович Павлов. Вот. Он окончил Симбирскую школу и занимался и театром, писал пьесы и создал свою театральную труппу, пока еще в уезде в Чебоксарском, еще даже не в Чебоксарах. Первый концерт чувашской музыки со своим коллективом, значит, спектакль и исполнение песен в 19 году в Чебоксарах. Представьте себе, что вот столица, будущая, пока еще не столица автономии,
не имела представления о том, как может звучать чувашская песня на сцене, со сцены. Вот. И в 19 году, в мае месяце, значит, такой концерт впервые состоялся, об этом писала пресса, в том числе казанская. Значит, пресса о том, что в Чебоксарах состоялся спектакль-концерт. Вот. Сам Павлов так говорил о положении культуры в нашем регионе. Страна наша земледельческая, то есть Чувашия, но она уже захвачена щупальцами капитализма. Эти щупальцы пробираются к ней главным образом с 3 сторон. По Волге от Нижнего Новгорода и Казани, и по железной дороге со стороны Алатыря от Центрального промышленного района. Он указывал, что мы бедны, что у нас нет таких ресурсов. Тем не менее, он уже видел признаки рождения национальной культуры, соответствующей времени, современной. Для этого он ввел понятие о начале новой истории чувашского музыкального искусства. Это его формулировка. Он вот так написал. Стало выявляться именно к 2020 году довольно много музыкантов, певцов, композиторов. Благодаря им в чувашских школах стали возникать хорошие хоры. Ими же была начата работа по собиранию и гармонизации народных песен и мелодий, их разучиванию и исполнению хорами. Это было совершенно новым делом. Таким образом, дело, возникшее лишь в одном месте, в Симбирско-чувашской школе, стало приносить свою пользу, распространившись среди чувашей повсюду. Здесь начинается новая история чувашской музыки. Вот формулировка, которую дал Федор Павлович Павлов. И здесь он указывает на то, что произошел перелом вот такого цивилизационного уровня, я бы сказал. Ведь чуваши – один из народов России, которые считались неисторическим. И сейчас недавно вышла, значит, в Германии книга Андреаса Каппеллера «Народ в тени истории. Чуваши». В тени истории действительно чуваши пребывали. И, кстати, и сейчас, наверное, пребывают. Чуваши – негромкий народ. И он считался неисторическим. Он должен был как бы слиться с русским народом, обрусеть. Вот. Но сами чуваши так не считали, и вот наиболее талантливые, такие как Федор Павлович Павлов и другие, о которых я скажу, значит, начали заниматься творчеством. Федор Павлович Павлов, например, как и теоретики искусства эпохи Просвещения, эпохи романтизма, так говорил о главном смысле нарождающегося нового национального искусства. Вот цитирую. «Если какой-либо народ или его господствующий класс выходит на историческую арену, то они стремятся оставить памятники своей истории. Этого не может не заметить даровитый художник. Он старается запечатлеть в образах облик народа, его жизнь, обычаи, среду». Вот, значит, формулировки, я бы сказал, философские, социально-культурные формулировки одного из талантливейших деятелей чувашского искусства. Значит, музыка должна быть национальной. В пример Павлов вставил Михаила Ивановича Глинку. И Павлов, значит, пишет: в прошлом русская музыка была под влиянием итальянской, в XIX веке русские композиторы Глинка, Доргомышский и другие взялись за собирание произведений народной музыки. Создали русскую музыку, которая ныне оценивается всей Европой. И нам в своей деятельности в создании музыки, отвечающей требованиям времени, нужно идти по этому пути. Прямо-таки нужно создавать национальную музыку. Советская власть это разрешала, лишь бы это не было против коммунистической идеологии. И он, значит, Павлов еще очень хорошую формулировку дал. Чтобы в мире о нас, о чувашском народе плохо не думали, свои небольшие силы мы должны использовать как можно лучше. То есть он как раз настаивает на том, что сил у нас немного, театр мы создали, и музыку мы создадим,
об изобразительном искусстве он тоже первым начал писать о национальном, а первый чувашский концерт уже в национальной автономии, когда проходило празднование создания Чувашской автономной области, первый концерт организовал он 9 ноября 2020 года. И вот в это время уже стали звучать его произведения. Давайте дальше. Вот пятый номер, да? Вот, пожалуйста. Это его игровая хороводная песня. Ну, вот это одно из произведений 20-х годов, уже видно характер музыканта и характер чувашской музыки. Это, конечно, природное, глубоко национальное произведение, и таких он создал несколько десятков. Это исполнялось на всех праздниках, это исполнялось в Москве в 23-м году, потом в 29-м году. Кстати, записывалось и на грампластинке. В 23-м году впервые, когда они были в Москве, они записались. И здесь виден личный характер этого человека. Федор Павлович Павлов был, конечно, одним из самых ярких личностей и любимым музыкантом, любимым дирижером, значит, Чувашского национального хора. Там сложная история. После поездки в Москву он отошел от музыки, тем не менее сочинял, от исполнительства отошел. А его характер, ну, я тут выписал его ранние юношеские стихотворения, как он ощущал мир и как он ощущал себя в этом мире. Здесь явное подражание классикам русской поэзии. Ну, в юношестве он увлекался Лермонтовым и Пушкиным. Вот здесь пушкинское, конечно, выражение «глупая муза». Это из Пушкина. Вот что он написал. «О, глупая муза, ты с арфой в руке не раз мне явилась в лавровом венке. И ныне ты, муза, придешь ли ко мне и петь и смеяться в ночной тишине? О, милая, верю, явишься ты мне с толпой привидений и с арфой в руке». Юмор такой настоящий, высокой пробы, я бы сказал, и талант, в том числе поэтический, хотя чувствуется, что это не русский автор, вот у него там «явишься», у него такой перенос, ударение небольшой, но и другие вещи, у него много
это все сейчас опубликовано, известно. До того, как он стал чувашским композитором, когда он учился, он был еще русскоязычным поэтом. На чувашском он тоже писал, но начинал вот с этого. И вот здесь я хочу завершить, может быть, прослушиванием его симфонического произведения, 6-й номер. Это знаменитый «Сарнай-ба полнай», «Сарнай полнай», 6-й номер там. 28-го года сочинения, да.
это произведение можно слушать с большим удовольствием. Его, кстати, играют. Даже Московский оркестр как-то лет 5 назад Чебоксар приезжал, спросил, что у вас есть. Дали партитуру, они сыграли, блестяще сыграли. Ну, это напоминает где-то, может быть, Камаринскую Глинки, с чего начиналась русская симфоническая музыка, или славянские танцы Антонина Дворжака, чеха. Это неудивительно, почему так хорошо и, можно сказать, профессионально начало чувашской симфонической музыки. Павлов играл в оркестре Симбирской школы. Вот на фотографии я тогда как бы пропустил разговор. Он там сидел в качестве концертмейстера первых скрипок, концертмейстера оркестра. Он был хороший скрипач для своего времени. В общем, поскольку время как-то незаметно пролетело, я, пожалуй, не буду о его единомышленниках и его коллегах-музыкантах сегодня рассказывать. Это, конечно, Степан Максимов, потом Василий Воробьев, а потом уже целая плеяда идет музыкантов Чувашии, которые создают, развивают и создают новую будущую композиторскую школу. О каждом рассказывать можно очень много, и, надеюсь, достаточно интересно это. Я, собственно, так слегка увлекаясь на некоторые детали, время израсходовал, поэтому я благодарю за внимание. Тут один вопрос поступил, зачитаю. Сколько свадебных песен было написано и какая самая знаменитая, спрашивают студенты. Ну, то, что было показано в виде аудиозаписей Клиновского, свадебная песня, их в сборнике нотном было несколько, но обработано именно композиторски только одна. «Перхере мана кттюгеть». Первая строчка такая. Значит, это вот Клиновского. Знаменитой она, к сожалению, не стала. Не только, к сожалению, а может быть, она не самая яркая мелодически. Я бы сказал, даже очень простенькая, на 2 нотах почти там этот, значит, исполнитель народной песни. Кстати, это молодой человек, служивший в Варшавском военном округе. От Чувашей там записывали. Значит, Машков такой, народные песни, и были они изданы в 1893-94 годах. Вот одна свадебная песня, значит, была обработана тогда, и 2, которые мы кусочком показали, Сергеем Львовичем Толстым. Дальше свадебные песни появляются уже в творчестве. Ну, у Федора Павловича есть Павлова, здесь у меня записи с собой нет, и записи, значит, фольклорные обрабатывал Степан Максимович Максимов. Но о нем, я чувствую, сегодня времени уже нет говорить. Это очень самобытно, ярко, талантливо и интересно. Оно исполняется и сейчас. Вот. Если больше вопросов не поступит, то я благодарю аудиторию за внимание. Спасибо.